год по эвенкийскому календарю отметили 1 июля в селе Иенгра Нерюнгринского района. И Икенепке в этом году жители Иенгры празднуют уже в 30-й раз. На обрядовой поляне у реки Иенгра представители родовых эвенкийских общин и гости праздника собрались для прославления Матери природы. Добрый день, уважаемые иенгринцы, уважаемые жители и гости Нерюнгринского района. От имени Государственного собрания ЛКМН и от себя лично разрешите поздравить вас с национальным эвенкийским праздником Икенепке. Этот праздник испокон веков символизирует собой начало Нового года, начало лета на древней эвенкийской земле. С приветственной речью выступил глава Иенгры Юрий Юхновец. Также с праздником жителей Иенгры и собравшихся гостей поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Лев Зотов. Сегодня на эвенкийской земле в селе Иенгра отмечается традиционный праздник Икенепке. То есть это тот день, который уходит глубоко своими корнями в историю этого народа. И отрадно, что сегодня в Иенгре также все жители собрались, все жители, приглашенные гости, чтобы отдать дань уважения своим традициям, чтобы передать всю мудрость и жизненный опыт подрастающему поколению, что на сегодняшний день является наиболее важным в воспитании нашего поколения. Ведь дети же это наше будущее. В начале праздника по традиции провели обрядовый комплекс: очищение улгани, умасливание ритуального столбика севекмо, кормление огня имты. Закончилась обрядовая часть национальным эвенкийским хороводом, в котором танцевали все собравшиеся. Сегодня для меня, как для исследователя, было очень интересно увидеть и принять участие в круговых танцах ДВД. И вот первый круговой танец запевала Нина Прокопьевна Пудова. Она запевала ДВД иенгринских эвенков. ДВД – это очень старинный круговой танец. Как пишут наши исследователи, он берет начало со времен неолита. И вот также мы сегодня услышали второй тоже вариант ДВД алданских эвенков, который запевала Светлана Владимировна Васильева, директор этноцентра «Аян». Это тоже один из таких уникальных вариантов алданских эвенков. И вы могли заметить, что между ними разница в чем? В том, что Нина Прокопьевна запевала такой медленный, мелодичный, такой основательный ДВД. А вариант Светланы Владимировны алданский – это более такой живой, более такой ритмичный ДВД. Также мы услышали после обрядов круговой танец манчорой канка, да, еще его называют. Это круговой танец расшевеливания суставов, как дословно переводится. И этот танец тоже уникальный танец. Именно таких вот похожих танцев, вот как я сколько литературы я смотрю, нету ни у других народов, где были бы задействованы суставы. Слово «дялан» от слова «сустав». И сустав – это родова, расшевеливание родовых, объединение в одном круге. И это тоже круговой танец манчоры, он есть, раньше был только у эвенков двух районов, это Нерюнгринский район, село Иенгра, и Алекминский район, село Тяня. Ну и сейчас, конечно, в век глобализации эти два круговых танца, они получили такое широкое распространение. Эвенки празднуют Новый год летом, когда природа оживает, как бы вдыхает новые силы во все вокруг, заставляет жизнь кипеть и двигаться вперед. Поселок Иенгра – удивительное этническое место, вобравшее в себя древние традиции и современность. Дань уважения своей культуре, сохранение своей самобытности – важная часть жизни сельчан. И праздник Нового года Икенепке тому подтверждение. Каждая родовая община разбивала свою палатку, накрывала стол с национальными блюдами и радушно встречала гостей. Эвенкийский праздник Икенепке проводится в конце июня, в начале июля, где все эвенки собирались, встречались, рассказывали друг другу, как они провели год, какие у них были достижения, что они сделали, что получилось, что не получилось. Можно сказать, это эвенкийский Новый год, потому что вся природа меняется, все цветет, все зеленеет.
И тут же люди рассказывают друг другу, что как Новый год, новости, Новый год. Ивенкийский Новый год. Обычно оленеводы делятся тем, что сколько у них приплода, охотники, как они охотились, как они добыли, куда они кочевали, где какие места они смотрели новые, где можно, где нельзя. Вот так вот. Праздник Икенепке выполняет многочисленные функции, в том числе и воспитательную, передавая этнокультурный опыт молодому поколению. Благодаря ему сохраняются определенные обряды и ритуалы, основанные на народной традиции. Они демонстрируют близость человека с природой и дополнены новшествами, актуальными для нынешнего времени. Икенепке – это ивенкийский Новый год. Все собираются вместе, празднуют и стар, и млад. В Иенгре он стал проводиться с 1993 года, уже 30 лет. Отсчет Нового года ивенки начинают тогда, когда расцветает хвоя лиственницы. Кукушка кукует всю ночь, а в тайге рождаются оленята. В эту пору ивенки собираются вместе после долгой зимы и проходят обряд очищения. Встреча ивенкийского Нового года не обошлась без праздничного концерта. На сцене свои номера представили жители Иенгры и гости праздника. Так, с концертной программой на торжестве выступили гости из отделения Ассамблеи народов республики, местные юные таланты из творческого коллектива ЮКТЭ, а также гости праздника из Амурской области. Ансамбль создан в 2002 году, и вот с первым составом мы приезжали на фестиваль, на праздник Икенепке, на эту же поляну, получается, с первым составом. Сейчас я привезла детей 5-го уже состава нашего коллектива спустя 21 год. Впечатления очень хорошие от праздника, что и в первый раз, когда мы приезжали 21 год назад тому, и сейчас мне понравилось очень. Все оживленно, также много народу и столько очень прекрасных конкурсов. Но я хочу пожелать, чтобы наш народ сохранял, развивал свои традиции, обычаи, чтобы наше подрастающее поколение не забывало свои корни и гордилось тем, кто они есть, где они выросли и могли вернуться на свою малую родину. Также разнообразие в праздник внесли различные конкурсы и спортивные состязания. Так, в конкурсе национальной одежды, изготовленной местными мастерицами, принимали участие жители Иенгры от мала до велика, самому юному участнику всего полгода. И, конечно, в этот день от многочисленных гостей звучали самые искренние поздравления. Мы в Бурятской автономии, в Нерюнгринском районе, ежегодно приезжаем на замечательный праздник наших братьев, который собирает всех своей добротой, своей традицией, национальные костюмы, которые сделаны своими руками. Мы радуемся и с большим настроением, рвением приезжаем на этот праздник, отдыхаем и радуемся за наших верных друзей ивенкийцев. Икенепке – это праздник, который отмечается летом, когда природа с новой силой начинает излучать жизненную энергию. И такое обновление становится как бы точкой отсчета для ивенков. В принципе, это менталитет почти всех кочующих народов, и в этом есть своя логика. Почему Новый год должен наступать среди зимы, когда свирепствуют самые сильные холода? Гости праздника, собравшиеся на обрядовой поляне, с удовольствием окунались в самобытную культуру ивенков. Настроение класс. Каждый год приезжаем. Очень много людей, массовость. И погода всегда хорошая в этот праздник. И, с друзьями приезжаем, отдыхаем. Все классно. Настроение прекрасное. Я, вы знаете, живя на севере с 1995 года, только сегодня первый раз посетила вот такой замечательный праздник.
ну, все как-то не получалось, да, и как бы и далековато расстояние, но сегодня с удовольствием приехала сюда, чтобы посмотреть, как это проходит, культуру народа, танцы, песни, замечательное настроение, такой прекрасный солнечный день. Ну, я в восторге просто, поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы такие праздники у нас вот всегда были такими насыщенными, мирными, добрыми и жизнерадостными. Нахожусь на данном празднике первый раз. Очень нравится обстановка. Все гостеприимные, дружелюбные. Я сам с Ростова-на-Дону, поэтому для меня это просто класс. Поздравляю всех нерюнгринцев, всех ивенков с праздником. Праздник очень красивый, очень интересный, красочный. С удовольствием посмотрели все костюмы, был очень интересный конкурс. На этот праздник летом мы приехали первый раз, обычно ездим всегда на День оленевода. А сейчас хотели поучаствовать в волейболе, в мужском, женском, команды сборные, поэтому и еще будет эстафета. Хотим тоже поучаствовать. Икенепке – один из любимых и почитаемых праздников эвенков. Праздник возрождения древнейших обрядов, народных традиций, на котором можно познакомиться с обрядовым фольклором, культурой эвенков, с традиционными национальными играми и конкурсами. Мероприятие прошло на высоком уровне. Представители коренных малых народов и гости праздника были рады приобщиться к культурным ценностям и богатым традициям эвенкийского народа. Все здесь проходим обряд очищения, обряд кормления огня, обряд умасливания нашего божества Севекмо. Для чего мы это все делаем? Так как это у нас традиционный национальный праздник, делаем для того, чтобы все-таки наши духи нам помогали дальше жить, развиваться и сохранить себя как этнос. Ивенки проживают в 14 районах нашей республики и, конечно же, два района, в котором в полном объеме сохранился язык, культура, традиции. Это Нерюнгринский район на сегодняшний день и один также район – это Алекминский, где также проживают наши эвенки. Икенепке – это объединяющий праздник встречи друзей. Он имеет большое значение для сохранения культурного и этнического наследия эвенкийского народа, особенно среди молодежи. Это глубинная память о традициях предков, о силе народного духа, который дает мощный позитивный заряд энергии.